трибун, а я хочу Алла. Ее можно заранее. Лела. 진짜. Амадеус, Алла, я было бы нормально. Хази, хази. Один. صغيرة. لا أصلا عديد ويسطر على Раз, раз. Раз. Дöli. Начинаем. Добрый день, дорогие друзья! Дедик Дойл Шумасера. Сегодня мы собрались в этом зале для участия в мастер-классе народной хореографии, который проведет художественный руководитель, хореограф-балетмейстер, известного в республике и далеко за ее пределами самодеятельного танцевального коллектива «Эрзу» Дворца культуры города Шали, заслуженный работник культуры Чеченской Республики Абуев Саламбек Хамзатович. Коллектив стал лауреатом премии и обладателем гран-при Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов. Ансамбль работает на базе районного дома культуры Шалинского района, где для юных артистов создаются условия для успешной творческой работы. Основной состав коллектива состоит из юношей и девушек, которые изо дня в день оттачивают свое танцевальное искусство. За годы своего существования коллектив достиг больших творческих успехов и неоднократно становился победителем республиканских, российских и международных конкурсов. Собрал множество дипломов, наград и призов. География выступлений коллектива обширна. Это Турция, Венгрия, Сербия, Татарстан, набережные Челны, республики Юфо и Эскафо. На сегодняшний день в ансамбле 84 участника основного и подготовительного состава. Ансамбль песни и танца «Эрзу» выпустил 5 составов, среди которых много талантливых выпускников, танцующих в настоящее время в государственных ансамблях республики, таких как Государственный ансамбль танца «Войнах», Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо», Муниципальный ансамбль песни и танца Департамента культуры мэрии города Грозный «Заманхуа». Выпускники ансамбля песни и танца «Эрзу» не забывают свой коллектив и всегда поддерживают ребят,
передавая подрастающему поколению свой творческий опыт. Какие цели и задачи преследует сегодняшний мастер-класс? Во-первых, это развитие навыков пластичности, выразительности, грациозности, умения эмоционального выражения и творчества в движениях. Развитие творческого воображения, художественного вкуса, воспитание бережного отношения к искусству, национального танца, к традициям народной культуры. Наш урок должен стать основой совершенствования техники исполнения движений, должен помочь овладеть стилистикой народной хореографии, умением передать ее национальные особенности и характерную манеру исполнения. Для приветствия в адрес участников сегодняшнего мероприятия слово предоставляется директору Центра народного творчества Министерства культуры Чеченской Республики Даудову Рамзану Дакаевичу. Ассаламу алейкум, Великодвель. Добрый день, дорогие коллеги, телезрители, участники этой акции. В соответствии указа президента Российской Федерации от 07.05.18 года в рамках реализации национального проекта «Культура», федерального проекта создания условий для реализации творческого потенциала нации, сокращенное название «Творческие люди наши», народный ансамбль, как было сказано, Эрзу Шалинского муниципального района под руководством народного заслуженного артиста Российской Чеченской Республики Абуева Саламбек Хамзатович стал лауреатом Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов, а также обладателем гранта национального проекта «Культуры» в размере 2 миллиона рублей. Мы искренне поздравляем этот замечательный коллектив и его руководителя. Аплодисменты. Благодаря взвешенной, продуманной государственной политике в области культуры и искусства главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, в республике наблюдается развитие культурного потенциала, строительство новых объектов культурного назначения, восстановление архитектурных памятников башенной культуры, развитие нематериальной культурного наследия. И этот всероссийский грант ансамбля «Эрзу» станет достойным вкладом в копилку творческих достижений республики. В 2020-2021 годах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой отборочные этапы фестиваля прошли заочно. По итогам отборочного этапа Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов номинации «Традиции» решением конкурсной жюри было определено 20 грантов, лауреатов. Организатором мероприятия выступает Министерство культуры Российской Федерации и Государственный Российский дом народного творчества имени Поленов, за что мы благодарим, выражаем свою благодарность этим замечательному коллективу Российскому дому народного творчества, оказана огромную помощь. По итогам этого фестиваля-конкурса лауреаты фестиваля должны принять участие в заключительном гала-концерте фестиваля, который состоится в декабре 2021 года в городе Москва. Это очень важное и значимое событие, способствующее сохранению единого культурного пространства, укреплению межрегионального и межнационального культурного сотрудничества, развитию народного творчества, нематериального культурного наследия многонациональной страны, республики, а также моральной и материальной поддержки творческих коллективов. В соответствии с положением фестиваля-конкурса мы сегодня представляем видеотрансляцию мастер-класс руководителя народного хореографического коллектива «Эрзу», и мы убеждены, что эта эффективная работа по распространению лучшего педагогического опыта окажет позитивное влияние на развитие хореографического искусства, творческих любительских коллективов республики, повышение и вашего практического опыта, уважаемые хореографы. Абу Саламбек Хамзатович имеет огромный опыт работы. Под его руководством государственный ансамбль песни и танца «Нохчу» не раз становился победителем престижных международных фестивалей и конкурсов.
Он старается задействовать каждого участника в свой творческий процесс, раскрыть индивидуальный талант каждого участника, сделать их активным участником проекта, разбудить в них то, что скрыто даже от них самих, понять и устранить то, что ему мешает в самореализации. Нужно признать, что у каждого руководителя клубного формирования свои формы, методы, технологии организации кружковой работы, и мы это приветствуем. Наша цель продемонстрировать лучший опыт работы руководителя творческого коллектива республики, который отмечен членами жюри Всероссийского фестиваля конкурса, выдающимися деятелями культуры и искусства Российской Федерации, и это нас очень радует. Призываем творческие коллективы Северо-Кавказского федерального округа, Чеченской Республики активно участвовать в национальном проекте, ведь это не только интересно и престижно для подрастающего поколения, участников клубного формирования, руководителей творческих коллективов, принять участие, получить звание лауреата Всероссийского фестиваля конкурса, но и очень ответственное событие для каждого из них – представлять свою республику, свой регион на Всероссийском гала-концерте в городе Москва. Пожелаем в дальнейшем всему творческому коллективу народного ансамбля «Эрзу» творческих успехов, интересных хореографических решений, и чтобы они всегда радовали нас, зрителей, своими оригинальным пластическим искусством и милыми улыбки на лицах. Желаю дальнейших творческих побед. Баркаль, спасибо. А теперь мы передаем слово художественному руководителю коллектива Саламбеку Абуеву. Маршал Думас, маршал, хочу поприветствовать участников онлайн-передачи мастер-класс ансамбля песни и танца «Эрзу». В своем выступлении постараюсь быть краток, потому что много работы предстоит сделать коллективу. Все уже до меня было сказано, мне практически нечего добавить. Рамзану Дауду большое спасибо, потому что Дом народного творчества нашей республики прикладывает огромные усилия для проведения подобных мероприятий. Естественно, и Дом народного творчества Министерства культуры России тоже самые определенные усилия в этом деле прилагает. Всем тем, кто организовал подобные мероприятия, имеется в виду сегодняшнее мероприятие, огромное спасибо. По большому, то, что уже было сказано, как я уже ранее говорил, добавить нечего. А теперь мы предоставим слово, наверное, виновникам сегодняшнего торжества, потому что если бы не было этих детей, никакой ни высокие звания абсолютно не смогли бы показать, воплотить в жизнь то, что делают ребята. К сожалению, хочется отметить сегодня тот состав, который привык видеть, публика привыкла видеть сегодня, конечно, учитывая объективные причины, отсутствует то, что у нас есть. Мы приложили все усилия, чтобы сегодня достойно выступить перед этой публикой. Масады и Рейсли.
вашему вниманию были предоставлены 3 темы. Это чеченский материал, Аджария и абхазский танец по программе. Ну, к счастью или к сожалению, мое выступление. Я буду краток. Хочется сказать об отличительных чертах чеченского, ну и других кавказских танцев. Особенно всегда вот у нас, балетмейстеров, одна больная тема. Тут сидят мои коллеги, наверное, согласятся со мной. Я не собираюсь тут кого-то учить, поскольку нас смотрит вся Россия, а возможно и весь мир. Мы постоянно сталкиваемся с одной проблемой на сцене, на площадках СКФО, ЮФО, в Москве. Постоянно вот эта проблема. Ну, проблема заключается в том, что горский танец называется и лезгинка. Ну, в природе нет никаких горских танцев, ни лезгинки. Это когда-то кто-то в 19 веке, интеллигенция, когда хлынула на Кавказе, это всего лишь русское сословие, не более того. Почему лезгинка? Ну, есть лезгины, народ, но они танцуют тот же самый армянский, азербайджанский танец практически, но не с небольшими изменениями. Горский танец, ну, нету такого народа, горцы. Есть все горцы, есть папуасы, горцы и прочие, итальянцы, и там есть горы, и в Германии есть горы, мы там побывали с ансамблем песни и танца Нохчо. Именно хотелось бы это подчеркнуть, поскольку нас смотрят и Северо-Кавказские республики, самодеятельные. Называют горский танец. Никто ансамбль танца Алан или Осетии, никто не смеет его называть, скажем, лезгинка или горский танец, потому что сразу будет отрицательная реакция. Почему-то чеченские танцы, кому милень, называют, это его мнение, там прочее. Есть традиционные базовые ценности, нормы, формы и прочее десятые у любого народа. Вот сейчас вы увидели абхазский, аджарский, чеченский материал исполнения женской группы ансамбля. Мы никогда не называем эти танцы какие-то горские, лезгинка и прочее, прочее. Ну, я к чему? Тому, что призываю всех балетмейстеров, которые занимаются национальными танцами, чтобы исполняли свои танцы и называли, если они исполняют чеченские танцы, чтобы просто их надо назвать чеченский, там, парный танец или там мужской перепляс и так далее, и так далее. Потому что непонятно, мы его называем, может, это не очень уместно, кавказский винегрет. Потому что непонятно, какие музыки там, непонятно, какие движения. Вообще, это лезгинка, это искаженный чеченский танец. То, что творится в Ютубе, на свадьбах, вы, наверное, в курсе, гуляла по Ютубу одна видеозапись, и трагедия случилась. Некоторые говорят, что эта девушка не выжила. Ну, ребенок 3 года. Один сделал там сальто-ревальто, и вот, пожалуйста, результат. Потому что все, что хотят, то и делают, вытворяют, превратили этот танец в акробатику. Пользуясь случаем, именно хотелось подчеркнуть этот момент, коль мы постоянно встречаемся. Я сейчас обращаюсь, естественно, онлайн, если у нас передача сегодня идет коллегам Северо-Кавказской республики, скорее всего, эта передача будет в Ютубе, чтобы каждый представитель того или иного народа называл танец своим именем. Чеченский значит чеченский, аджарский значит аджарский. Нет никаких горских ни танцев лезгинка. И есть просто элементарно, есть вокальные произведения. Дауда Рамзан мне не даст соврать. Но их нельзя применить подавляющим, больше там размер другой. Есть оркестровые вещи, да, где что Чиргизбию, за Индией есть хорошие вещи. Есть чисто танцевальные вещи. Непонятно, как хотят так и делать. Его мнение. Мнение может быть в еде, в одежде, но тут не может быть его мнение. Рисунок может быть своеобразный, но сама лексика имеет движение, их нельзя искажать. Сейчас недавно мы видели, это просто непонятно, чеченцы танцуют, непонятно азербайджанский танец. Нам, к сожалению, у нас очень мало времени, мы наглядно могли бы показать не за то, что кто-то тут не знает, я кого-то хочу научить чему-либо, ради Бога, мне это не нужно.
Это наша общая работа. Вот у нас есть установка, мастер-класс или еще что-то. Мы его впервые проводим в таком формате, имеется в виду всероссийские передачи. Дом народного творчества нашей республики, естественно, Дом народного творчества Министерства культуры Российской Федерации. Вот именно хотелось бы подчеркнуть этот момент. Я надеюсь, и мы тоже будем, особенно и нас это касается, наши так называемые коллеги тоже себе позволяют такие вольности. Непонятно, что они танцуют на сцене. Не раз были сделаны замечания. Я может, некоторые подумают, что-то не по теме этот товарищ загнул, а именно по теме. Это и есть мастер-класс. Мы не на концерте с вами находимся. Это совершенно другая тематика. Тут именно надо подчеркивать эти моменты. Это его мнение, свободный художник, как только не называть. Нет ничего, есть традиции. Пожалуйста, рисунок может быть какой-то другой, справа кулис, слева кулис, там диагонали, ромбики и прочее, прочее. Всю геометрию можно использовать, чего я и всегда делаю, громко говоря, с успехом. Сегодня мне помогает проведение данного мастер-класса Линда Закриева. Это, можно сказать, педагог с большими надеждами. И у нас еще Рабия была, Масая. Она вроде поступила, к сожалению, ее сегодня нет. Многие ушли, я об этом уже говорил, к сожалению. Объективные причины на это есть, детали уже, конечно, невозможно тут говорить, потому что тема у нас другая. Масана Баркалдери, сейчас ребята нам продемонстрируют звуковую часть мастер-класса.
С большим удовольствием мы смотрели эту замечательную работу. Наверное, мы пригласим руководителя этого замечательного коллектива Саамбека сюда. Может быть, есть вопросы какие-то будут? Вопросы, ответы. Сагатер даст. Если творческие коллективы профессиональных ансамбля, там коллектив держится примерно 15 лет, 10 лет, то как бывает обидно руководителю самодеятельного коллектива, когда воспитываешь этих детей. Я понял, что хотел сказать Саамбек. Коллектив распался, может быть, но не весь, а частично, потому что каждый выпускной класс много забирает у него участников. И он воспитывал их на протяжении 10 лет. Эти 10 лет, как говорится, он вкладывал свою жизнь, свою творческую инициативу в них.
И они в один прекрасный день уходят со сцены. Казалось бы, потери, но то, что вкладывает Саламбек в этих детей, их духовное развитие, это большой, как говорится, капитал. Они на всю жизнь оставят это наследие, это танцы чеченские, музыка, вот эти разминки, вот эти движения ассистентов, самого руководителя, на всю жизнь останется в памяти этих людей. Это очень дорогой, как говорится, подарок. Я хочу сказать о некоторых вопросах развития хореографии. Конечно, они есть, и хореографы эти вопросы знают, и у каждого они присутствуют, потому что не во всех районах, не во всех клубных учреждениях есть такие возможности проведения репетиции, и такие залы прекрасные. И это стало возможным благодаря политике главы Чеченской Республики, потому что с каждым днем, с каждым годом у нас в республике появляется новые 5-6 крупных зданий, клубных учреждений, музыкальные школы, школы искусств, музеи. Поэтому я думаю, что в ближайшее время все муниципальные, не только районные, городские администрации, но и сельские, крупные сельские учреждения получат такие дома культуры. Соломбек, несколько вопросов по коллективу. Как трудно, какие трудности встречаются именно с насыщенностью этих коллективов, оттоком этих детей, потом, когда они вырастают, идут учиться в учебные заведения и так далее? Ну, одна известная проблема, материально-техническая составляющая этого коллектива. Стимул участников, я постоянно говорю на разных уровнях об этом, и, конечно, вот понимать, но до дела пока что это не доходит. Большие проблемы и кадровые, если есть в Войнахе, такие проблемы и в Нохчо, и в Заманхо. Что уже говорить о нас, для детей нужен стимул, вот эти поездки и прочее. А я вижу в этой проблеме одно решение. На базе, он неоднократно поднимался этот вопрос, на базе этого РДК или там управления культуры района, неважно, Ачхой, Мартан, Шали, в Грозном он уже есть. Не громко будет сказано, но и создан Заманху ансамбль, еще в 99 году. Муниципальный ансамбль песни и танца, неважно, как он будет называться, как бы, что бы мы ни говорили, если материально-техническая составляющая будет буксовать, это бесполезно. Стимул детей, поездки и прочее, ну, естественно, заработная плата определенных размерах. Одним словом, только так. Времена другие, требования другие. Хореография шагнула намного вперед, а мы прилично отстали, скажем, от других коллективов, скажем, та же самая Осетия, там 200 коллективов в республике, 200 самодеятельных творческих коллективов. В принципе, вот так. Спасибо. Еще один вопрос. Вот вы сегодня упомянули о традициях, о народных танцах, осетинские, горские танцы, там, адыгейские, аджарские и так далее. Насколько важна привязанность вот этого музыкального продукта, хореографического продукта, именно национальным традициям? И откуда вы черпаете вот это национальное движение или, как говорится, национальные эмоции, национальную структуру нашего менталитета? Как вы, наверное, в народных танцах, произвольных танцах, потому что у нас есть замечательный конкурс парного танца, каждый год проводят, вы, ваши участники тоже выигрывали там, занимали призовые места. Это замечательный итог работы хореографического искусства, народного творчества. Вот что важно, традиции, как они отражаются, важны ли они, да, или без традиций мы можем ставить танцы, или они имеют главное значение в работе хореографа? Ну, мной уважаемый Давудов Рамзан скромничает, он может меня научить и кого угодно, скажем, колорит нашего народа, из латинского слова колоритос, местные особенности Богодухай. Ну, поскольку я провожу мастер-класс, так скажем, он мне предоставляет это слово, хотя он прекрасно сам знает, что, какие проблемы, как все это должно быть.
Начну с последнего, если участие в парных танцах, вот сидит Масаева Рабия, она заняла когда-то, по-моему, первое место. Рустам там сидит, тоже занял второе место. Конечно, отрадно, это представитель нашего коллектива, выпускники нашего коллектива. То, что касается традиций, я еще раз хочу подчеркнуть, молодое поколение сейчас сидит, еще раз хотелось бы, это основа из основ, как можно, я даже не могу сейчас детализировать, потому что время уходит, прямой эфир все-таки. Есть фундаментальные ценности, переменный шаг назад, вперед, бухбур, диагональная закладка в современной хореографии, это именно, скажем, вот так обозначается. Современная хореография, то, что не противоречит канонам, скажем, национальной хореографии, традиций, откуда мы их берем, 72-й, 73-й, 4-й, 71-й, вот эти годы, люди, которые вернулись с депортации, к сожалению, нам правильно, косвенно приходится задевать эту тему, как бы это больно не звучало, кому-то приятно, неприятно, тем не менее, это история нашего народа. Оттуда люди, которые возрастившиеся, вот я постоянно наблюдал за ними. В институтах, что там, да никогда в институтах не покажут чеченский танец. Была энциклопедия народу СССР, в Нохчах, 4 строчки было написано. Про ингушей полстраницы, а про нас 4 строчки. Что есть такой народ, о хореографии, об этносе нашего народа ничего не было написано. К сожалению, вот так вот искажалось, и вот такие фанаты, как он, другой, третий, там очень много у нас. Сейчас, к сожалению, да, их живых нету. Люди, которые вносили огромный вклад в развитие хореографии, развитие культуры и прочее, прочее. Конечно, основа из основ, вот эта лексика, движение имеется в виду. Вот недавно тут выступали, ну, просто издевательство над чеченской хореографией. Азербайджанский танец. Вот сейчас они вам продемонстрировали азербайджанский танец. Вот наглядный вам пример, что можно отличить. Надо называть вещи своими именами. Азербайджанский, значит, азербайджанский, исполнение какого-либо коллектива. Это не важно. Очень важно, чтобы наше подрастающее поколение и своими чужими, говорю, если они тут есть, к сожалению, и половина даже не пришли сюда, из республики, ну, так называемые коллеги, к сожалению, очень было бы поучительно, они могли бы много чего взять, ну, их, как всегда, не бывает. Вот это очень важно, чтобы они соблюдали традиции, взаимоотношения, расстояние, как он работает на расстоянии с девушкой и прочее, прочее. Тут много-много чего можно говорить, если будет семинар, если Дом народного творчества республики нашей проведет этот семинар, это очень важно. Желательно было хотя бы год один раз, ну хотя бы 2 года один раз семинар. Никакой не конкурс, а именно семинар. Вот сказать каждому, мое мнение, свободный художник, все такое, никаких мнений быть не может. Мнение одно. Сохранение, развитие пропаганды национальной культуры в жанре хореографии. Вот я так хочу, он может хотеть там сесть, там, я не знаю, какое-то блюдо национальное, я что-то другое, третье, другое. Это хореография, это традиция, ее тут нельзя искажать, а то мы превратимся, как в Европе, во Франции. Детали я сейчас вам не хочу говорить, вы прекрасно знаете, чем заканчиваются вот эти дела. Просто даже язык не поворачивает, да даже мне неудобно тут говорить. Франция и Германия, вы знаете прекрасно, какая культура, какая мораль там исповедуется. Я присоединяюсь к мнению Салымбека. Я знаю, что Северный Кавказ – это регион многонациональный, и в этом регионе сосредоточено очень много народов со своей самобытной культурой. Это и донское казачество, и кубанское казачество, и осетинские, кабардино-балкарские народы. Все они имеют свое своеобразие и, соответственно, хотят отличиться именно своими традициями, вносят эти коррективы в танцы, песни и так далее. Вот если есть вопросы зала, если возникают какие-то вопросы, потому что вы тоже являетесь творческими людьми, творческими работниками. Если есть вопросы, пожалуйста, я присоединяюсь к сказанному у
Этот коллектив замечательный, мы давно следим за этим коллективом. Я очень рад, что такой хороший коллектив, такой замечательный коллектив существует у нас в Чеченской Республике, что мы можем представлять нашу республику именно самодеятельным творчеством, именно таким, я бы считал его самодеятельным профессиональным коллективом. Надо было вот такому коллективу давать и статус государственного ансамбля, может быть, и муниципального. Вот такие, как говорится, у нас достижения. Мы этому рады, присоединяемся и от имени зрителей, и от всех, которые причастны к этому семинару, этому мастер-классу. От лица всех я благодарю, Саламбек, за прекрасную работу и коллектив за качественные мероприятия, качественные танцы и качественные выступления, и в связи с тем, что вы выиграли гран-при и премию по нацпроекту. Большое спасибо. Автор есть вопросы? Если нет вопросов, мы завершим. Есть? Давайте. Assalamu alaikum, masayir dedik hilşad şmarş doğru. И хаттер асмасит сделала, что хейлус, солнценах. Я хотел задать один вопрос, я его много раз спрашивал, никто мне на этот вопрос внятный ответ не дал. Мне просто интересно, я последний раз его спрошу и больше обещаю в жизни не спрашивать это. У меня нет званий, там, народный артист и так далее, но я занимался хореографией в свое время, хотя по мне не скажешь. Я бывал на многих районах Кавказа, республиках Кавказа, мероприятиях, и каждый раз я что замечал. Вот, как Саламбек сказал, про нас мало что говорят, вроде бы глубокая культура, древний народ, богатая культура, но о нас никто ничего не говорит. Например, такой случай был в Ингушетии, скажу, самот пьется Галаталясу, идет мероприятие, объявляется, а теперь народный, фольклорный, ингушский танец. Объявляется, думаю, о, интересно, сейчас посмотрю. И тут точь, без малейшего изменения, танцуется танец, терский танец, Адана Межидова. Потом еще один танец, народный, фольклорный, исконный, и танцуется танец у родника, танец по Диму Войнагов и так далее. То же самое в Дагестане. Исконно кумыкский танец, я ничего не имею против народов Кавказа, наши братья, кумыки, шабашвы. И танцуют танец, чеченская мелодия, чеченские движения, которые не характерны народу Дагестана. Буабор, Кюкштер, эти движения. Когда я спрашиваю, почему вы так говорите, почему вы говорите, что исконно фольклорные, исконно ингушские, дагестанские, азербайджанские танцы, почему вы не говорите, что танец такого-то тут? Элементарный терский танец. Вот, руководитель терского танца, жив, здоров, Жимал Валвал, Шукр, Тансуала, Жимал. Почему не называть их имена? Они, не, это все наша музыка. Даже грузины нашу музыку переделывают под свою зурну. У меня вопрос, как к этому относиться? Почему, как такие места реагируют? Почему никто не говорит, типа, почему они так делают? Мы же не можем, мы можем танцевать, у нас в войнах танцуют, Нохча танцует картули танец, да? Мы же не говорим, это свадебный чеченский танец, мы говорим картули, грузинский танец. А в этих случаях бывает так, что нет, это наше, это не ваше, у вас такого нету, это наше. У меня возникает ревность. Ревность должна быть у человека, ревность к родине, к культуре, к сестре, там, другу. Бывает ревность элементарная. Когда я спросил, я подхожу к ответу. Когда я это сказал, пожалуйста, говорю, почему так вот? У наших некоторых деятелей в культуре я спрашиваю, они говорят, ладно, пусть, ничего страшного, мы не жадные. Как это? Получается, я могу сегодня взять танец картули, станцевать его, сказать, это наше. Вы не жадничаете. Вот мнение мне, почему никто не говорит, почему не говорят, что вот это чеченский танец. Танцуем мы, азербайджанцы, армяне, дагестанцы. Это чеченский танец, чеченская культура. Почему всегда говорят, что нет, это наше, вы у нас забрали, такого у вас не было, это наше исконное. Хотя буквально 30 лет назад
даже подобного не было. ДЛРС Хилл, Духдиценбек, Мобил, Дал это был коллектив шикарный. Саламбек, только уважение к вам. Всегда было, есть и останется. Дал это был. Вопрос, конечно, интересный, очень интересный, потому что мы сами эти вопросы задаем часто, потому что на мероприятиях такого межрегионального характера, будь то и в Владикавказе, будь то в Нальчике и так далее, когда трудно найти коллектив свой, потому что все движения, они похожи, музыка похожа, поэтому я считаю, что у нас на Кавказе очень много проникнуты вот эти традиции. Традиции, они похожи, и поэтому хороший хореограф, его и тем отличается он, что он может найти именно национальные какие-то нюансы, мелизмы какие-то народные, и из них сделать какие-то в танце приспособить. Конечно, по шаблону даже папуас может приехать, хореограф, месяц посмотреть кавказские танцы, он может кавказский танец поставить, потому что ничего сложного там нету. Но именно подчеркнуть национальный, как говорил молодой человек, сказать, что это чеченский танец, потом еще и подтвердить этим всем существом этого танца, что это чеченский, это очень трудная задача хореографа. И этим мы как раз и чествуем этого хореографа Саламбека, это ему удается. И еще одно. Я знаю, что если они традиции и по музыке, они однообразны, но мы же отличаем свое, мы же коллективы делим на фольклорные. Фольклорные коллективы, они более всего подвержены именно соблюдению традиций. Такие государственные ансамбли, они, такие коллективы модифицированы, они перенимают опыт и других хореографических коллективов. И, может быть, это в какой-то мере допустимо, но для фольклорных коллективов это недопустимо. Я бы считал, вот как сказал, отвечая на вопрос этого молодого человека, чтобы у нас не только в нашей республике, но и в каждом регионе Северного Кавказа были представлены именно фольклорные коллективы, которые отвечали только, танцевали только народные танцы. Пусть они не зрелищные, пусть они, костюмы у них такие народные, они же не такие яркие, как у нас государственный ансамбль, но зато это народное творчество. Вот мое пожелание. Саламбек, я думаю, присоединится к этому. Да? Кайхат Тарду, есть вопросы у кого-нибудь? Так, мы с поздравлением и с любовью этого коллектива аплодируем этому коллективу и на этом закончим. Большое спасибо огромное вам, молодые люди.